Официальные партнеры – ресторан «Республика», клиника эстетической медицины, кафе-кемпинг М5, парк-отель «Тихий берег». Главный приз – свадебное путешествие от компании «Эдем Турс». Всем привет, это реалити-шоу «Свадьба наизнанку». И мы уже на финишной прямой. В следующей серии вы увидите свадьбу Ромы и Камилы. Поэтому мы решили сделать ребятам очень классный сюрприз. Пойдем уже их встречать? Пойдем. Оп. Да, ну где наши красавцы? Ой, уже жду, не могу. Давайте, ребятки, где вы там? Идут. Это мне вертолет на свадьбу подарок, что ли? Ну, если бы все было так классно. Ребят, вы не догадываетесь наверняка, да, зачем мы вас сюда позвали? Пофоткаться? Ну, видимо, их на то причин не было, потому что все конкурсы, которые можно было, вы, к сожалению, проиграли. Мы находимся на площадке Хелипорт Уфа, и сейчас вы совершите обзорный полет вокруг нашего прекрасного города. И вот там, вот на той площадке, на улице вас ждет волшебник в голубом вертолете. Я, кстати, не знаю, подарит он вам 500 эскимо или нет, но незабываемые воспоминания на всю жизнь я вам гарантирую. Ой, мы с Ванькой здесь вот будем Завидовать! мы вам помашем, а мы вам. Все, ребята, отправляйтесь на площадку, мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо, ура! Ура! Обалдеть, я в шоке. На вертолете? Всем привет! Вот это кайф! Мы полетели. Это, наверное, самое лучшее, самое незабываемое. Весь проект. Я не знаю, когда я должна быть свадьба, чтобы переплюнуть этот полет. Я чувствую, как будто в Лос-Анджелесе. Нереально. Смотри, какой маленький город. Смотри, как все на ладошке у нас. А вот и телецентр наш, родной. Уже совсем родным он стал. Там За это короткое прилетели, время. да? Очень благодарны мы ему. Ой, мамочки! Ой-ой-ой-ой-ой! Я и ты, невозможно отвести глаз от тебя. Я хочу сказать те самые слова. Я и ты, не могу представить жизнь без тебя. Как вы круто летаешь! Пошли! Круто! Ой, я Слушай, это так круто, обалдеть вообще. как птички! Я I can fly. Понравилось? Мы решили, что нам... Нужно срочно вертолет. Да. Нам Домик нужен и вертолет. вертолет. Самый крутой вид – это нашего родного телецентра ИБСТ. Это самое красивое место на планете. Ну, я рада. Сейчас обнимемся.
Спустившись с небес на землю, ребята отправились на встречу со свадебным регистратором и координаторами. Юлия Исанбердина, ведущая выездных свадебных регистраций с 5-летним опытом работы. Теле- и радиоведущая. Используют шуточный хэштег «Юля-поженюля». Ребята, у меня, конечно, много разных вопросов касательно того, как будет проходить регистрация, чего вы от нее хотите, какое настроение ждете. Но я лучше начну с других. За что вы друг друга любите? Какие качества друг друга вы цените в первую очередь? Роман, вы как мужчина первый, а я, как всегда, записываю. Камила очень нежная, очень веселая. Мне с ней просто здорово. Мне кажется, что мы друг другу подходим, как Очень солнце и небо, да? Ой. Камила, ваша очередь. За что Рому цените? За внимательность и заботу. Любой ваш каприз выполняет? После долгих уговоров. Очень рационально с вашей стороны, знаете ли, никакой романтики. Теперь вот к самой регистрации. Вы готовы что-нибудь сказать друг другу? Рассказать о чувствах, о мечтах, о том, что обещаете сделать? Постарайтесь сделать. Ты готова? Нет? Да. Готовы? Я не знаю, что мне делать. Да, я пишу да. День вашей свадьбы пройдет легко и беззаботно, если рядом Альфия Соболева. Она станет для вас спасителем и лучшим другом в этот торжественный день. Она быстро и незаметно для молодоженов ответит на все вопросы гостей и скоординирует действия специалистов. Альфия, можете рассказать, что входит именно в услуги координатора и в чем заключается ваша работа? Задача координатора – это составить тайминг свадебного дня, то есть скоординировать все по времени. Контролирую, чтобы было все как запланировано, по декору, да, сервировку стола. Я встречаю также гостей ваших, да, подготавливаю гостей к встрече с молодоженами, вот, работа с артистами, туда, то есть выход их, количество раз, питание всех специалистов, которые будут работать на вашей свадьбе. В конце расчет со всеми специалистами. То есть координатор, можно сказать, это человек, который подарит вам спокойствие и возможность наслаждаться друг другом на вашей свадьбе. Как это чудесно! Вы просто наш спаситель. Нурия Ганеева, профессиональный свадебный координатор, лучшая подружка невесты на каждой свадьбе, улыбчивая с гостями и требовательная к подрядчикам, стоит на страже соблюдения тайминга и спокойствия жениха и невесты. Кто такой координатор свадьбы? Потому что мы никогда не связывались с этим. Нам Что он делает, как он делает? общее видение. Координатор – это связующее звено, которое собирает пазл в единую целую картинку. Профессиональный координатор готовит тайминг дня, по которому проходит ваш свадебный день, и контролирует его. Ты будешь подгонять меня там, Рома, время, да? Ты так понял? Ну, я буду делать так, что подгонять не надо будет. Да, у меня есть волшебный свадебный чемоданчик, где есть все необходимые штучки, которые могут пригодиться как молодоженам, так и вашим гостям. Конечно, координатор контролирует макияж невесты во время свадебного дня и может поправить в случае необходимости. Твоя задача просто облегчить нам жизнь. Да, конечно. Обеспечить покой. Спасибо тебе, что есть такая профессия. Здоровья. Перед свадьбой все молодожены хотят выглядеть идеально. Наши ребята, конечно, и так красивые и спортивные, но нет предела совершенству. Процедуры по уходу за лицом и телом никто не отменял. Диана и Леша меня уже ждут в клинике эстетической медицины. Вы вновь в клинике эстетической медицины. И здесь приготовили для вас очередной подарок. Лен, что будем сегодня делать? Мы сегодня будем делать процедуру криолиполиза. Это та процедура, которая позволит вам более свободно и комфортно чувствовать себя в любых нарядах. Криолиполиз – это метод безоперационной липосакции жировых отложений. Замораживание и разрушение жира происходит за короткое время при температуре минус 10 градусов. Процедура безболезненна и эффективна. Вместе с пациентом доктор осматривает зоны, нуждающиеся в коррекции, подбирает количество насадок и делает разметки.
Во время процедуры на целевой участок накладывается гелевая салфетка с аппликатором. Аппликатор избирательно охлаждает жировые клетки. Под воздействием холода они разрушаются, а продукты распада жировой ткани постепенно выводятся через лимфатическую систему. Ребят, как ощущение? Ну, холодновато, да. Холодновато? Так и должно быть. Да, это на самом деле холодно, потому что мы замораживаем ту прослойку жира, которая нам не нужна. Она уйдет, один раз это делается и навсегда, и никогда не вернется. Поэтому мы делаем, ту процедуру, которая навсегда вас оставит в той форме, в которой вы сейчас находитесь. Я правда похудею? Вы правда похудеете навсегда, да. То есть, получается, у Дианы корректируется сейчас зона живота, да? А у Леши мы делаем бока. Все, будете стройными и красивыми на свадьбе. А процедура делается только один раз? Процедура делается однократно, и этого хватит вам на всю жизнь. А если появится новый жирок? Он не появится. Я тебя кормить не буду больше. Потому что мы замораживаем жировые клетки, они погибают и больше никогда не восстанавливаются и не возвращаются. Лен, я правильно понимаю, это, так скажем, процедура для ленивых? То есть это то, что можно было сделать бы в спортзале? Да, это та процедура, которая необходима тем, у кого нет времени, у кого нет силы воли, а хочется быть очень красивым, стройным и подтянутым. Те жировые ловушки или лишние объемы, которые есть у всех, и в том числе у меня, мы уберем навсегда. Процедура делается всего лишь 1 час, а некоторые места и насадки делаются всего лишь за полчаса, поэтому за такой короткий период времени мы наведем красоту. Лена, а если несколько проблемных зон, можно сразу их все задействовать в этой процедуре? Конечно, мы можем сразу несколько зон сделать, потому что у нас стоит 2 аппарата. Либо мы для таких, как вы, делаем парами, либо одному человеку подключаем сразу 2 насадки в разных зонах. И делаем уже процедуру более быстро, более комфортно и с хорошим эффектом. Это абсолютно безопасно. Благодаря вакуумному принципу работы аппаратов в процессе процедуры криолиполиза захватывается только складка кожи в месте обработки, тогда как другие ткани кожи, мышцы, сосуды, нервы остаются неповрежденными. Один из основных атрибутов любой свадьбы – это, конечно же, букет невесты. У него непростая миссия. Помимо того, что он должен радовать глаз, он еще и должен не потерять свой вид до конца торжества. Нашим невестам повезло, ведь с ними работают настоящие профессионалы своего дела. Анастасия, вот у меня будет свадьба в стиле Прованс. Что бы вы могли нам посоветовать? Прованс вообще хорошо подходит, этот стиль, к свадьбе на природе. Это некая такая классика в стиле Прованса. Это в основном лаванда, эвкалипт, такие вот деревенские есть отросточки Вероника, зелень Тласпи идет. Также в Прованс тоже входят и белые цветы. Можно какие-то вот сейчас очень актуальны пионы. Ну вот у меня белый и сиренево-фиолетовый такой цвет. Ярко-сиреневый я бы не советовала сочетать. Да, что-то нежно-розовое можно с белым сочетать. И добавить, допустим, серебристую можно ленту атласную или бечевку. Вариантов много. А сколько вы стоите? Ну, за стоимость разная, в зависимости от состава идет. Начинается от 1500 букет невесты. Дублер он может стоить 500 рублей. Бутоньерка 200, да, 250. Теперь Камила, какая у вас цветовая гамма? У нас как бы солнце и небо сочетание. Можно сделать маленький стильный шарик аккуратный, при этом очень такой лаконичный и очень стильный. Больше хотела бы что-то белое-черное, потому что у меня образ такой, как бы никаких ярких цветов не будет. Вот анимоны черно-белые, допустим. Анимоны белые есть. Есть черные ягоды вибернум. Можно, допустим, делать ягодно такой ажурный кругленький букетик с черными ягодами, с вибернум, с анимонами и какие-нибудь взять пионовидные розы белые. И букеты для невест, в том числе и бутоньерки, они делаются на специальную тейп-ленту. Тейп-лента пропитана воском, и цветы могут пить в течение суток этот воск. Таким образом, они не увядают, даже на жаре.
А девочкам как, на ручку надеваются, да? Есть, или да, волосы? делают специальные браслеты на руку. Есть, можно делать букетики. Мальчикам бутоньерки. Они делаются на специальной клип-булавке, такая флористическая булавочка, и там они прикрепляются, она очень легкая. Ну все, мне кажется, мы поняли друг друга. Можете не переживать, мы сделаем для вас букеты в самом лучшем виде. Спасибо большое, Анастасия. Подарки в этом проекте готовим не только мы, но и сами участники своим вторым половинкам. Да, и Лёша уже в студии «Полный продакшн» записывает песню Диане. Лёш, смотри, наша сегодняшняя с тобой задача — конвертировать твои эмоции, твои мысли, слова в голове в песню. Соответственно, твоя задача — постараться кайфовать. Попасть в ноты и кайфовать. Попасть в ноты, кайфовать. Не казаться, да, вот то, что ты якобы поешь, вот, а просто выражать свои эмоции такими, какие они есть. Я тебя целовала у ночного огня, я тебе подарил. Не глотай фразы, потому что вот смотри, у тебя концовка смазалась очень сильно. Что ты голос? Вот самое начало, когда ты поешь, не набрасывайся на фразу, не старайся прям там вот выйти и бомбануть, да? То есть, ну, полушепотом, грубо говоря. Ну да, можно даже проговаривать. Та-ра-та-та, ну, вот спокойнее. Ты не верила мне, но любила меня, я оставил с тобой половинку себя. На этом подарки для Дианы не закончились. Салон красоты МАК решил подарить ей уходовую процедуру за волосами. Мы практически на финишной прямой нашего реалити-шоу «Свадьба наизнанку». Все волнуются, я волнуюсь, ты? И я волнуюсь, и Да. Женя волнуется. На то есть причины. Прямо сейчас встречаем наших молодоженов. Ребятки, Привет. заходите. Ну что, большой путь у нас проделан. И сюда, Да. и на проекте. поэтому- Впереди у нас свадьбы. Мы наконец-то к ним подготовились. Как ощущения? К свадьбам ты готова? Да, очень готова. Что, да, очень, да, готовы очень или да, очень? А все, обратного-то пути уже нет, придется. Все, скорее бы. Да, ну чтобы ваш страх, ваш мандраж отодвинуть немножечко туда, подальше, мы вас позвали в это замечательное место. Позвольте представить вам фею, просто хозяйку этого замечательного места. Женя Зиганшина. Ребята, я рада вас приветствовать в парк-отеле «Тихий берег». И сейчас я проведу вам экскурсию. Отлично, пойдемте. Пойдемте, даже не пойдемте, а побежали. Ребят, здесь у нас живут страусы. Можете их покормить. Ну, Вот Жень, я не вам с пустыми раздаю. руками Раздаю дарите вам подарочки. корм. Ой, я покормила! Ой, да это вообще бойкая штука. Пойдем так, все, Жень, куда отправляемся дальше? Сейчас мы зайдем к ланям.
Вот это мальчик, он сбросил рога недавно, и вот сейчас новенький у него отрастает. Он самый смелый, но если Яша боится, то это уже все. Ну что вы, малышки, а? Ну, вот видишь, смелый подошел. Яш, боится он много. Вот, смотри, все, пошел. Видите, да, как они вожак, туда и они. Так, Жень, ну давай, какая локация следующая? Теперь мы пройдем к моралам. Это совсем недавние наши питомцы. Появились у нас они вот весной, но уже хорошо прижились у нас. Нам к забору нужно подходить, к моралам мы не заходим. Да? Здесь моралы, да, мы через сетку посмотрим на этих красавцев. А здесь один самец, остальные самки. И у самца уже начинают отрастать рога у них растут за неделю по несколько сантиметров. Марат Альберт! Смотри, отзывается. Он на меня Да, да, реагирует. Людмила! Альберт! Идет он, идет. Ау! Сейчас подойдет. Жень, ну сейчас я вижу просто свою родню всю. Сейчас приближаемся, я так предполагаю, к свиньям. Это кабаны, настоящие кабаны. Ребята, а здесь живут наши лошадки. Один из лошадей у нас, наш конь Парламент, он победил на скачках на Сабантуе в этом году, поэтому это породистый орловский рысак. Тихий берег – это не только красивые виды и уютная атмосфера, но и активный отдых в виде рыбалки. Долго наблюдать за поплавком ребятам не пришлось, ведь рыбы здесь предостаточно. Если был бы конкурс про рыбалку, я бы ему, наверное, точно проиграл, потому что он опытно тут поучил, мне показал, что надо делать. Я просто сижу, смотрю, как рыбачить. Вот. Не-не-не, рано. Вот, все, на. Пока парни добывали еду, девчонки наслаждались природой в полной мере. В шале парк-отеля «Тихий берег» все продумано для небольшой компании. Здесь и бочка фурака, которая работает как летом, так и зимой. Просторная гриль-зона и всеми любимая русская баня. Лен, прямо сейчас предлагаю посмотреть, чем заняты наши молодожены. Пойдем посмотрим. Ну что, Сидят они тут, разговаривают. Так, давайте, ребята, в двух словах, как отдых, что больше всего запомнилось сегодня? Все круто, просто безумно. С чего начать? Каждое было лучше предыдущего. Это все, где мы ходили. Ой, ну ладно, сейчас начнешь. Каждое было лучше. Мини-пик. Вот. Поросеночек. То есть наш сюрприз вам понравился? Да. Кайфанули Мы по полной восстановили программе. немножечко нервы свои перед свадьбой. На самом деле не хочется, чтобы день заканчивался, потому что здесь настолько круто. Ну а мы, наверное, не будем ребятам больше мешать? Да, я хочу в бочку залезть. Спасибо большое. Это было Пока-пока. Спасибо.
Ой, Ванька, классный был и насыщенный сегодня день. Даже уезжать не хочется. Красотища-то здесь какая. Уезжать действительно не хочется. Провели замечательный день с нашими молодоженами. Надеюсь, все их страхи и волнения уже позади. А вы, дорогие друзья, не забывайте о голосовании, ведь именно от вас зависит, какая пара отправится в свадебное путешествие. Проголосовать очень просто. Отправляйте слово «свадьба», пробел и номер полюбившейся пары на номер 5533. Голосование проходит на официальном сайте нашего телеканала. Ну а мы с вами увидимся уже на свадьбе. Пойдем? Пойдем! В конце программы подводим итоги свадебных приготовлений. Регистратор Камиллы и Ромы стоит 5000 рублей, координатор 7000, свадебный букет 4700 рублей. Координатор Дианы и Лёши стоит 5000 рублей, свадебный букет 6000. Со скидками нашего проекта цена на эти позиции уменьшается в 2 раза. Официальные партнеры – ресторан «Республика», клиника эстетической медицины, кафе-кемпинг М5, парк-отель «Тихий берег». Главный приз – свадебное путешествие от компании «Эдем Турс».